Нет. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я буду говорить по-русски. Если у кого-то вопросы по-английски, я буду на них отвечать по-английски. Вначале несколько слов для затравки. Вчера вечером и сегодня в течение полного рабочего дня в Женеве прошли переговоры по российской инициативе о гарантиях безопасности. Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку. Мы, в свою очередь, представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории, и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна, по большому счету, отказаться от того материального освоения территорий вступивших в НАТО государств за период после 1997 года, то есть за период после подписания основополагающего акта Россия-НАТО. Мы четко отфиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым, неотменимым, неотъемлемым, абсолютно необходимым для нас направлениям, работа по другим аспектам при всей ее важности будет под вопросом. Конечно, для нас не стало неожиданностью то, что с американской стороны в духе известных заявлений официальных лиц администрации США последних дней и месяцев были выдвинуты претензии о сосредоточении российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждения в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений напасть, в кавычках, на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории, причем нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи. Сегодня мы вели разговор и о том, как дальше двигаться по тематике контроля над вооружениями. Американская, как и российская делегация на переговорах по гарантиям безопасности включали высокопоставленных представителей и военных, и других ведомств, в том числе тех, кто работает в уже сложившемся формате диалога по стратегической стабильности. Мы вообще воспринимали сегодняшнее и вчерашнее вечернее мероприятие как специальную, чрезвычайную сессию в этом формате.
Хотя должен вам сказать, что тема гарантий безопасности лишь в некоторых аспектах смыкается с той работой, которую мы ведем по линии диалога о стратегической стабильности с США. Поэтому времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через 4 с небольшим года договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место. Мы завершили 1,5 дня дискуссий, констатации, рискну даже сказать, совместной констатации того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые еще предстоят в ближайшие дни, а именно мероприятие в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание Постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января. Вот после этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, если да, то в каком формате, либо мы имеем нечто иное и можем констатировать, с сожалением констатировать, разумеется, в этом случае, что натовская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будет смотреться по-иному. Мы призываем Соединенные Штаты Америки к максимальной ответственности в нынешний момент. Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя. Деловой, профессиональный разговор сам по себе, конечно, настраивает на более оптимистический лад, но, тем не менее, как я уже сказал, главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе. Спасибо, готов перейти к ответам на ваши вопросы. Прошу. А мы вот так и пойдем по кругу. Николай Иванов, «Известия». Сергей Алексеевич, а вот вы сказали, что по итогам уже 3, получается, встреч будут делать какие-то выводы. На что, если вот вы поймете, что... А почему 3? Получается, эта встреча НАТО, Брюссель и да. ОБСЕ. Да. 3 встречи. По итогам вы поймете, что зашло все в тупик. А что дальше? Какие у нас есть рычаги воздействия? Что мы будем делать? Дальше, наверное, вопрос волнует сейчас всех. Я хочу сказать, что мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия для того, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок. Эти доводы мы сформулировали и политически на всех уровнях. Об этом говорил неоднократно президент. Публично и за закрытыми дверями об этом говорилось Байдену в ходе телеконференции. Об этом говорил наш министр иностранных дел многократно. По военной линии соответствующие сигналы доводились. И сегодня наша военная делегация во главе с генерал-полковником Фоминым провела углубленнейшую отработку соответствующих элементов позиции. Поэтому материала для дальнейшего анализа и рассмотрения в Вашингтоне достаточно. Я надеюсь, что за завтрашний день, когда
делегация США проведет брифинг для союзников по Североатлантическому альянсу в Брюсселе. И за послезавтрашний день, когда наша делегация там будет работать по этим же сюжетам, в общенатовском кругу сложится, ну, по крайней мере, лучшее, большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя, и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам. Если этого против ожиданий не произойдет, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учетом всей совокупности факторов, ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь каким-то образом опередить события. Могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего европейского континента. Да. Иван Блохой, Первый канал. За последнее время возникало ощущение, что официальные лица в Вашингтоне считают, что Россия торгуется. Вот как удалось сегодня убедить, что нет, Россия не торгуется, действительно речь идет о ее действительно крайне важных интересах? Я думаю, что вопрос о дипломатической тактике, о всем том, что принято называть запросной позицией, основной позицией, запасной позицией, в данном случае в принципе не стоит применительно к трем упомянутым мной ключевым направлениям. Мы подчеркивали неоднократно, и американцы, по-моему, это все же для себя уяснили, что впервые, наверное, в дипломатической практике многих десятилетий проекты документов, которые были переданы США и НАТО, во-первых, сформулированы настолько прямо, твердо и без элементов недопустимой в данном случае двусмысленности, во-вторых, обнародованы буквально через несколько дней после того, как они были переданы американцам. Нас упрекают в том, что это попытка оказать давление. Это можно называть как угодно. По большому счету, это стремление положить в прямом смысле слова карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем. Дипломатия, разумеется, предполагает какие-то компромиссы и баланс интересов. И в данном случае тоже поиск такого баланса интересов возможен. Но в нашей шкале приоритетов упомянутые мной три направления представляют собой требования, от которых мы не можем отступить. Я уверен в том, что общий, устраивающий всех баланс интересов между Россией с одной стороны и натовской группой с другой, может быть найден и при такой диспозиции, и при таком раскладе. Мы за продолжение диалога, мы за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности. И здесь есть база для договоренности. Поэтому, наверное, правы те, кто говорит, что Россия заняла позицию подчеркнуто жесткую, но абсолютно неправы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов. Разница между тем, что делаем мы, и что делает, например, США и другие участники западной группы в отношении нас, в том, что мы предлагаем договариваться и конкретно показываем, как нам представляется возможным это сделать. Но мы никому не угрожаем последствиями, если это не произойдет. Тогда как с американской стороны, ну и со стороны Евросоюза, если уж на то пошло,
Мы постоянно слышим о некой цене, высокой цене, причем конкретизированной, которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям. Но как будто их ничему не учит история, и даже не история, а опыт последнего времени, что такой разговор в принципе неприемлем для нас, он искомых для них результатов не даст. Вот это попытки выдвинуть ультиматум, вот это попытки шантажа и запугивания, если хотите. Я понимаю, что кроме санкций и шантажа в арсенале современной внешней политики Запада мало что осталось. Утрачивается даже навык договариваться. Но ничего, будем стараться его восстановить. Если нужно, будем прививать этот навык. Я думаю, у нас должно это получиться. Да. Ничего удивительного в том, что, например, тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих гарантий на этот счет и формального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года вызывает очень серьезные возражения, мягко говоря, со стороны США. Есть другие аспекты, к сожалению, такого же рода, аспекты такого же рода, где мы имеем противоположный взгляд. Для нас что-то абсолютно необходимо, для американцев это же категорически неприемлемо. Это плохо, потому что это свидетельствует о недооценке серьезности происходящего с американской стороны. И это плохо, потому что в зависимости от отсутствия продвижения на данном направлении попадают некоторые другие аспекты обширнейшего досье в сфере контроля над вооружениями, укрепления стратегической стабильности, в целом безопасности. Но я не считаю ситуацию безнадежной, раз. Во-вторых, я думаю, что полезность проведенных в Женеве бесед главным образом и состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше как бы незримо присутствовали, существовали, но вроде как за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься. А сейчас вещи названы своими именами, и это само по себе производит такой оздоровляющий эффект на наши отношения с Западом. Будем смотреть, как это все спроецируется на работу в многосторонних форматах, вслед за двусторонним российско-американским. Да, так и идем последовательно. Добрый вечер, Дарья Дмитриевна, Кавказ. Владимир Алексеевич, по итогу все-таки переговоров вы уже высказали различные немного оценки, но все-таки российская сторона... Различные между кем и кем, Маргарита? Ну, различные вроде положительные, немного отрицательные, все-таки. А надежны ли вас итоги переговоров и сам факт того, что они состоялись, и можно ли говорить, что это все-таки был первый и единственный раунд, как вот вы недавно сказали, или мы надеемся, что будет несколько, как об этом говорил Шагов в конце года, и есть понимание, что будет следующий раунд, и какие вот временные раунды? Спасибо. Настолько сложный комплекс вопросов, взаимопереплетенных, плюс к этому добавляются некоторые сюжеты, не относящиеся непосредственно к тематике гарантии безопасности, что одномерную картину просто невозможно дать. Она имеет множество оттенков, и вектор общий пока что вывести сложно. Надо посмотреть, что будет происходить, особенно 12 января,
по натовской линии. 13 января по линии ОБСЕ мы примерно представляем, как это будет отформатировано и что мы там можем услышать, потому что тематикой организации общей европейской безопасности СБСЕ в начале, впоследствии переименованная в ОБСЕ, занимается уже несколько десятилетий. И различные сегменты, элементы вот этой всей повестки дня там присутствуют и на площадке Постоянного совета, и по линии форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Это исхоженная тропа, понимаете? А что касается работы по линии Россия-НАТО, то там заседание СРН не проводилось с 2019 года в силу невозможности для нас согласовать общеприемлемую повестку дня. Мы и сейчас, как я понимаю, если я не отстал от жизни, едем в Брюссель без согласованной повестки дня. Степень предсказуемости работы в этих форматах, она различная. И надо будет оценить, есть ли перспектива для дальнейшего, причем скорого, следующего шага. В любом случае это не должно затягиваться, это не должно трансформироваться в процесс, который занимает месяцы и годы. Кстати, в ходе российско-американской встречи были, что называется, воспоминания с обеих сторон, как в свое время в рекордные сроки за 8 месяцев удалось разработать договор, ныне действующий договор о СНВ. Это действительно рекордный срок на фоне того, что происходило до согласования того документа. Сейчас мы должны просто на порядок ускориться здесь. Не может быть и речи о столь продолжительной работе. Когда руководство Российской Федерации подчеркивает, что нужны срочные немедленные ответы, это не фигура речи, это не преувеличение. Это то, что сформулировано как, в кавычках, полетное задание для нас, для нашей делегации. Американцам, по-моему, это удалось донести. Соответственно, в ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате, как это все будет отформатировано. И здесь не будет долгих пауз в любом случае, в любом случае. Да. Очень плохо слышно. Госсекретарь США Блинкен сейчас заявил, что на переговорах в Женеве может быть заложена основа для восстановления договора о ракетах средней масштабности. Как вы оцениваете это заявление и действительно ли удалось сложить основу? Спасибо. Мы, наверное, десяток раз это точно подчеркнули в диалоге с американцами, что ни расширение НАТО, ни появление ударных средств у российских рубежей, возврат Альянса на позицию статус-кво-анте по состоянию 1997 года – это абсолютный императив. Причем все это должно быть сделано в правовой, в юридически обязывающей форме. Здесь, вы видите, присутствует элемент отказа от развертывания ударных систем. В тексте проектов соглашений, которые опубликованы и, что называется, размещены на сайте МИД, соответствующие положения тоже выписаны с полной четкостью, абсолютной прямотой. Поэтому я не вижу противоречия в том, чего добивается Российская Федерация и о чем было заявлено с американской стороны. Но, как всегда, вопрос в том, что будет составлять охват такой договоренности, как это может быть сформулировано, и опять-таки в нашем случае станет ли это элементом, частью, компонентом более широкого решения серии
ключевых вопросов. От этого все зависит. Мы не можем выхватить только тему ДРСМД и заниматься ей при всей важности. Тема РСМД и пост-ДРСМД режима на нынешнем отрезке находится в зависимости от решений других, более крупных, политически значимых вопросов. Да. Thank you, Minister. I hope you'll forgive me asking a question in English. You have said several times that your opponents would face a worsening of their own security if they don't show flexibility. It sounds distinctly like a threat, but can you tell us exactly what you meant by that? We have seen earlier, and I hope we will not see this again, that after every mistake, every miscalculation with respect to what should be done in Euro-Atlantics, security of countries to the west of Russia suffers. Let me give you a couple of examples. U.S. unilateral withdrawal from INF Treaty under the pretext of Russia's material breach of this treaty created a situation where only due to the Russian unilateral moratorium on deployment of such capabilities, there is no further deterioration insofar in the most dangerous area, the most destabilizing area of strike weapons of shorter and intermediate range. If now NATO proceeds towards deployment of capabilities that are being developed very rapidly in the US and will possibly be introduced somewhere in Europe, it would require a military response on the Russian part that is a decision to counter this threat through means at our discretion that will inevitably, unavoidably damage security of the US and its European allies. Similarly, on Open Skies Treaty, for what purpose the US unilaterally withdrew from this treaty? Only not to allow Russian crews to overfly the US mainland. The rest could be organized for and resolved. We have made several proposals to this end over years. It ended with absence for the US and its European allies to overfly Russian territory. Thus, 80 percentage point of the whole coverage area of Open Skies is now out of reach for this arrangement. Who won and to whose merit this happens? And this logic of measures and countermeasures is something that is so indispensable and so natural for this very weird world which we are talking on. So why not we stop? Why don't we freeze? Why NATO don't roll back to the positions as before 1997? Those are very obvious and clear questions that we pose. I think it would reinforce security of all nations involved and the sense of false security that is being created through introduction of new and additional and utter new weapon systems into this area. This false sensation will be replaced with the true and real implementation of the basic principle of indivisibility of security, which we favor and which we propagate for. Thank you. Da? Yes, sir. I will ask a question also in English. My name is Alice Delon from Agence France Presse. I wanted to ask you something about the meeting today. I wanted to know if this meeting has met your expectations concerning the situation in Ukraine and if it would come back. And in general, how do you consider valuable those meetings? How I consider, sorry, what then? Valuable those meetings. I'm hopeful that situation in Ukraine will change in two senses primarily. Number one, that government in Kyiv
engages in a meaningful manner with people in Donetsk and Lugansk, as provided for in the Minsk package that was, I remind everyone, was formally endorsed by the UN Security Council Resolution 2202. I equally expect authorities in Kyiv to sustain and observe ceasefire arrangement which was arrived at a few days before the new year and which didn't stand for long because of new provocations on the part of Ukrainian security forces. So there are many more issues to counter, including an unacceptable piece of legislation introduced into the Rada, into the Ukrainian Parliament, Supreme Rada, on so-called measures for a transitional period, which in our view amount to forceful reintegration of Lugansk and Donetsk region into Ukraine with flagrant, blatant disregard to requirements set forth for Kyiv in the Minsk package. So if this is reversed, if Russian and Russian-speaking population in Ukraine gets a sense of improvement in terms of access to media and education in Russian, to their ability to communicate with officials in that country in Russian, then I believe we would conclude the situation improves. In absence of this, I'm afraid we only see further deterioration of the situation in Ukraine. Thank you. The US side has said that this would be a lot easier to do. Sorry. Could you speak a little louder? The US has said this would be a lot easier to negotiate if Russia showed some sign of de-escalation on the border with Ukraine, pull back some troops or make some kind of step. Is there any potential for you to do that, to make the talks in the rest of this week better? You have more than 100,000 troops there, surely you can send some of them back. You also said that they have no plans to invade Ukraine, so surely there's no reason to move them back. I read with interest Peter Baker's piece and op-ed in today's New York Times, where it is said that, essentially it is said that Russia wants to trade its quote-unquote threat against Ukraine for more flexibility on the part of US and the West at those talks. This is not the case, because we have no intention to invade Ukraine, and thus there is nothing to trade with. And secondly, we do not expect the West to show flexibility on some of the issues that we presented. We have a very firm position on central, essential, indispensable requirements that I tried so hard to explain to American colleagues on where we are. So it's kind of wrong both ways. It's not a situation where a deal breaker, one way or another, is envisioned. Unfortunately, we have a great disparity in our principled approaches to this. US and Russia, in some ways, have opposite views on what needs to be done. And it doesn't help that on some of the issues, there might be basis for future exchanges and hopefully also some progress. But from our perspective, it would only be possible provided that we find a way towards a solution on a legally binding security guarantees
on no expansion, further expansion of NATO, and two others. Thank you very much. I'm also going to ask a question in English, sorry. You talked there about the fact that there seems to be no movement on certain subjects. One of the things we knew going into these talks was that the US said that there were potential threats of new sanctions against Russia, that certain elements that Russia has asked for, such as the fact that NATO shouldn't allow Ukraine to join in the future, are completely off the table. We heard from Wendy Sherman again today after your discussion saying that that is impossible, that cannot be taken off the table. How has that hampered your discussions, and where do you move on from here if there is no movement? I don't think you will expect me saying otherwise than to confirm that this is one of the areas where we have the greatest difference of views with the US. The US suggests that there is no way that Russia or whoever else may have a say on those type of issues. But we underscore that for us it's absolutely mandatory to make sure that Ukraine never ever becomes member of NATO. So we would favor a formal replacement eventually at the forthcoming Madrid summit of NATO of the Bucharest formula of 2008 that says Ukraine will become member of NATO with exactly the wording I mentioned now. Ukraine and Georgia will never ever become member of NATO. That would be a welcome change to the better in the position of NATO. We are fed up with loose talk, half promises, misinterpretation of what happened at different forms of negotiations behind closed doors. We do not trust the other side, so to say. We need ironclad, waterproof, bulletproof, legally binding guarantees, not assurances, not safeguards, guarantees with all the words shall, must, everything that should be put in this bowl, never ever becoming member of NATO. It's a matter of Russia's national security, and it's an endless debate how qualified or non-qualified the right for countries to choose or change security arrangements, including treaties of alliance, might be. It's over. Enough is enough. I spent several minutes today quoting from different documents before the US, and by the way, explaining where we are on the Budapest Memorandum, why we believe it's deadly wrong to make this freedom an absolute one. It's limited, it's qualified. The situation now is so dangerous and so, I would say, precarious that we cannot afford any further delays in resolution of this very fundamental question. As President Putin said on many occasions, we cannot backpedal, we cannot go backwards. There is no further space for us to do so. Please don't forget to introduce yourself before asking a question. Francis Ivanenko from Associated Press. Mr. Minister, have there been made any progress today towards reaching an agreement on the binding demands and binding guarantees of the security that you mentioned, or do you still stand at the same point that we have been saying before? On the central question on no expansion of NATO, my answer would be a flat and plain no, no progress. And this is one of the major problems before us, and I would say the rest depends to a great extent on what will happen further down the road on this, exactly on this issue.
we go this way. Здравствуйте, Антон Жириновский, Университет. Хотел бы уточнить этот вопрос того, что будет, если ничего не получится. Простите, а вы представляете, какой СМИ? Антон Жириновский, Нью-Йорк Таймс. Вы говорили о том, по поводу войск на границе с Украиной, что нет основания опасаться какого-то эскалационного сценария в этом направлении. Вы также говорили о том, что Запад совершит ошибку и будет действовать в ущерб собственной безопасности всего европейского континента, если не пойдет на требования ваши. Также, что это означает, что ущерб безопасности не будет как-либо связан с теми войсками на границе с Украиной, о которых сейчас идет столько разговоров, что эти войска не имеют никакого отношения к тому, что может быть, если не получится. Понимаете, в чем дело? Мы наблюдаем в последние месяцы и годы активнейшее освоение и Североатлантическим альянсом как организацией, но особенно индивидуально некоторыми странами, входящими в это объединение, территории Украины, ну и других государств в непосредственной близости от России. По некоторым параметрам взаимодействие Украины с НАТО на сегодня и более продвинуто, чем работа некоторых других членов НАТО внутри Альянса с точки зрения вклада в решение задач, стоящих перед этим блоком, и более опасно для нас, потому что это, просто рядом со всех точек зрения. Начиная с количества самолета-вылетов, заходов кораблей в украинские порты, тренировочных миссий, которые осуществляются целым рядом государств НАТО на территории Украины, полетов авиации всех видов, включая стратегические бомбардировщики с имитацией ударов крылатыми ракетами по Крыму, пролетов этих бомбардировщиков на расстоянии 15 километров от границы с Россией, полетов конвертопланов «Оспрей» над Днепром в Киеве, матерью городов русских и так далее. Все вот это в совокупности не оставляет другого выбора нам, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории. Слава Богу, нет ограничений на это в рамках почившего в БОЗе договора об обычных вооруженных силах в Европе. Запад и тогда совершил колоссальную ошибку, не ратифицировав даже адаптированные ДОВСЕ. Запад продолжает свое упражнение хождения по одним и тем же граблям. Оно вызывает, видимо, на Западе большое удовольствие. Когда в 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ Запад решил использовать механизмы контроля над вооружениями для решения политических проблем, так называемых замороженных конфликтов, стало понятно, что контроль над вооружениями Западу не нужен. Он превратился в служанку западной геополитики. И безопасность Запада от этого не выиграла. Не выиграла. И мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, твердо, четко соблюдая все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты. Да. Да. Я распространяюсь с вашим термином, поэтому буквально пройти по этим пунктам того, что вы сказали, я просто прошу вас... Чтобы я себя прокомментировал. Да, себя и ее.
Хорошо, я с удовольствием. Себя могу до бесконечности комментировать. Первое. Если можно, я вот так после несколько вопросов, если позволите. Я не буду задавать все вспомнил, буквально задам, ответите. Вот, например, Илья, какое у вас количество этих вопросов? Извините. 3, максимум 4. Ой. Ну, в крайнем случае 5, да? Да, есть еще заказчик, один неправильно ответил. Ой. Вот. Но по вашему досье. Про БРИКС я знаю. Про Иран. Ой. Так. Первое. По времени, которое введено на продолжение переговоров. Вы сказали, что Россия рассчитывает, что это происходило быстро, при этом обозначили успех переговоров по новому СВ, который удалось добиться за 8 месяцев. Шерман говорил, что она из разговора с вами поняла, что все обе стороны готовы как минимум разговаривать недели или месяцы. Соответственно, можете уточнить, да? То есть, это несколько месяцев, это 8 месяцев, которые, если подача СНВ, для вас, в принципе, приемлемый срок для переговоров по этой тематике, о которой вы сегодня говорили. Или это должно быть быстрее, там, на 4 недели, 5. Илья, можно все 4 с плюсом вопросов сразу? Хорошо. Дальше. Вот все, что коллеги пытались у вас спросить по поводу военного ответа, который Россия, как вы сказали, неизбежно нанесет ущерб безопасности США и европейских союзников. Вы, когда говорите, при этом говорите, что Россия не угрожает, а угрожает американцы санкции. Но, простите, я вижу здесь просто некоторую разницу, скажем так, конкретности угроз. Если американцы не угрожают конкретными санкциями, называют там банковский сектор, коммутацию валюты, то Россия тоже со своей стороны угрожает, просто более общими словами означает, что будет конкретно угроза, соответственно, безопасность США и НАТО. Можете ли вы конкретизировать, что имеется в виду? Дальше. Как Россия может убедить США и НАТО, что не будет нападать на Украину? Этот вопрос задавал Генри, но все-таки это действительно то, о чем сегодня говорил Шерман. Шерман сказала, ответственность России доказать, что она не собирается скорректировать ситуацию. И Шерман сказал, что именно Россия ответственна за тот кризис, который мы сейчас разгружаем. Поэтому вопрос следующий. Вы сказали, Шерман, с ваших слов, что Россия не собирается брать на НАТО. Как вы это докажете? Потому что, как и вы говорите, нет доверия американцам, так и американцам уже нет доверия к России тоже. И последний вопрос про Иран. После последнего времени появились слухи о том, что какая-то возможно частичная сделка по ядерной иранской программе, что там возможно частично снятие санкций американских с Ирана. Можете вы что-то говорить на эту тему, что это действительно там какой-то прогресс происходит? Спасибо большое. Спасибо. Я начну с последнего вопроса. Переговоры в Вене набрали ход. Мы считаем, что шансы на достижение решения, причем в тех рамках, которые вырабатывались в ходе предыдущих раундов, включая 6 раундов до 20 июня, до момента длительной паузы, повысились. Это положительный момент. Все стороны демонстрируют готовность находить решение остающихся проблем. Конечно, время не стоит на месте, и в иранской ядерной программе есть существенный прогресс. Это не облегчает задачу переговорщиков. В то же время есть целая серия сюжетов, связанных с облегчением санкционного бремени, которая с трудом поддается решению в силу как логики событий. Напоминаю, что именно США в одностороннем порядке при президенте Трампе вышли из СВПД, соответственно, по логике вещей именно они должны делать первый шаг, плюс у иранцев целая серия, на наш взгляд, вполне законных требований о том, как они должны почувствовать улучшение собственной ситуации
при возвращении к выполнению СВПД в изначально заданных параметрах. На пути к этой конечной цели возможны различные схемы. И точно так же, как СВПД формировался, разрабатывался, исходя из понятной для всех логики step by step and reciprocity, пошаговый подход на основе взаимности, так и сейчас, наверное, возможны некоторые решения, которые станут сопутствующими, содействующими достижению главной цели. Я подчеркиваю, что гипотетические промежуточные шаги – это не замена, не подмена, не альтернатива базовой договоренности, которая должна быть восстановлена в полном объеме. Из этого исходит российская сторона, в том числе оказывая политико-дипломатическое содействие поиску таких решений в прямых контактах с иранцами, с американцами, с европейцами, с европейской внешнеполитической, с Европейской службой внешних действий, которая играет роль координатора Венского процесса. И в обратном порядке, что касается доказательств с нашей стороны, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом: какие ваши доказательства? Вот вы понимаете, мы 1000 раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что вы сами знаете, что вы делаете, и ничего больше доказывать не нужно. Ну, наверное, можно пойти по этому же пути и сказать, что, ну, не хотите на слово верить и не надо. Но я скажу о другом. Когда в 2014 году была весьма разогрета ситуация вокруг того же самого Донбасса, тогда еще существовал договор по открытому небу, и были миссии открытого неба над этими территориями. А сейчас все стыдливо молчат, кто ищет новых доказательств с нашей стороны, что тогда ничего не было найдено в плане опасного сосредоточения каких-то войск. А сегодня мы имеем карты, которые появляются то в Wall Street Journal, то в New York Times. Они профессионально сделаны. Но вы знаете, это дезинформация или мисинформация, как минимум, со стороны специализированных структур на Западе с целью посеять раздор и неуверенность в украинском обществе, зародить сомнения в средствах массовой информации, сыграть на противоходе. Ну вот, я думаю, что надо исходить из того, что никаких планов, намерений или причин, если опять использовать любимое клише из натовских документов, у России нападать на Украину нет. Вот так. В отношении военного ответа безопасности США и европейским союзникам мы на уровне президента, было сказано, и мы повторяем это постоянно, что речь идет о военно-техническом ответе. Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где именно могут быть развернуты. Это незамедлительно будет воспринято как новая угроза с российской стороны. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем. Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время то обрушат наш рынок, рассуждая об отключении от свифта, делают это преднамеренно, то еще что-то расскажут нам про несертификацию Северного потока, и ваше агентство, замечательно уважаемое, это тиражирует. Я понимаю, что рейтинги важны, но вы же наносите ущерб российской экономике. Вы понимаете это? Я не хочу наносить ущерб безопасности. Безусловно. Это специализация Блумберга.
Что по времени может происходить? Возвращаясь к Ирану, я не считаю, что правильно устанавливать какие-то дедлайны. Нет. Вы сказали про переговоры по гарантиям безопасности, а я говорю, что возвращаясь к Ирану, это тот случай, когда кто-то где-то стал говорить, что вот до конца января и все. А зачем это говорить? Это мешать самим себе. В условиях искусственного цейтнота мы ничего не добьемся. Сказав это, я скажу, что речь не о месяцах, не о неделях. Нам нужен срочный ответ, нам нужен быстрый ответ, нам нужен трекинг здесь, который на порядок превышает все то, что что удалось достичь в последние недели в Иране. Но никаких дедлайнов, никаких вообще ограничителей по времени мы не можем ставить. Нам просто нужен быстрый ход вперед. Быстрый ход вперед. Возможен ли он, я не знаю. Это будет зависеть в значительной мере от того, как пройдут мероприятия на текущей неделе. Да, вы хотели про Bloomberg сказать мне. Сергей Алексеевич, мы вынуждены ответить на вашу ремарку. Дело в том, что для Bloomberg важны не рейтинги, а информация, необходимая инвесторам. И когда речь заходит о такой экономически значимой информации, то Bloomberg, естественно, ее передает, причем передает как американскую позицию, так и российскую. Нет. Откуда вы знаете, что необходимо инвесторам? Откуда вы это знаете? Вы проводите опросы среди инвесторов. Вы передаете, Илья, Bloomberg передает американскую позицию в ее мейнстримовом изложении и фрагментарную подачу дает российской позиции, когда это удобно, либо когда это может разукрасить. Знаете, как вот сыр Рокфор, такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию. Извините меня, конечно. Да. Параллельно Шеффилд проводил брифинг, по двум российским приоритетам дала понять, что США даже не готовы их обсуждать. Это вопрос расширения НАТО, а также вопрос об американской инфраструктуре в Восточной Европе. Они, как она сказала, не готовы обсуждать вопрос о том, чтобы с этой территории были отделены размещенные там силы и инфраструктуры. Что касается третьего приоритета, ударных средств, то здесь, как следует из ее комментариев, прогресс возможен. Добавок к этому она заявила о возможном достижении каких-то договоренностей о масштабах и интенсивности военных учений, о мерах транспарентности, каналах коммуникации. То есть, если по одному из трех приоритетов возможен прогресс, может ли это стать базой достаточной для того, чтобы Россия была удовлетворена частичными гарантиями безопасности? Или этого недостаточно, если не будет всех трех, то это провал? Елена, то, что сказала госпожа Шерман, полностью соответствует тому, что мы услышали от американской делегации в ходе вчерашнего и сегодняшнего обсуждения. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос не расширения НАТО и оформления этого решения в юридически обязывающей форме для нас имеет первостепенную значимость в прямом смысле слова. Вопрос о том, хорошо ли или плохо то, что мы услышали по другим аспектам, я оставляю за кадром, потому что мы сфокусированы на первой теме. Это к вопросу о торгашестве в российской позиции. Мы не готовы заниматься взвешиванием на весах, что мы услышали тогда, сейчас. Мы не услышали плюсов в главной теме. В этом вся суть проблемы, с которой мы сейчас сталкиваемся. А в других обстоятельствах, если бы мы имели движение, что называется, по всем сюжетам, которые для нас первостепенно значимы, конечно, это было бы серьезным шагом вперед. Но это все сослагательное наклонение. В очередной раз я и американцам через слово повторял свои оговорки, что мы это все воспринимаем с поправкой на то, что по главному вопросу нет движения. Да?
России неких уступок, которые, как вы говорите, не готовы, очень не произойдет все это в ближайшее время? Я думаю, будет справедливо и правильно сказать, что у нас есть общее понимание с американскими коллегами, что диалог по стратегической стабильности в преломлении к тому, что придет на смену ДСНВ и что такое будущее контроля над вооружениями и какое новое уравнение безопасности в этой сфере можно формировать, этот диалог будет продолжен. Что касается диалога по гарантиям безопасности, мы не знаем сейчас ответа на этот вопрос, и это станет объектом для углубленного профессионального анализа, доклада руководству и принятия им политического решения по совокупности всех мероприятий, которые проводятся на этой неделе, и по совокупности тех сигналов, которые поступают из разных столиц. Я не пытаюсь спрятаться за этой фразеологией. Это factual statement. Вот так обстоят сейчас дела, понимаете? Вот так они обстоят дела. Вы спросите меня, что будет на следующей неделе. Я скажу вам, я не знаю, что будет на следующей неделе. Потому что мы не знаем будущего. В отношении телефонного разговора лидеров нет. На данный момент новый контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если сегодня, за сегодняшний день что-то не случилось иного, не прорабатывался. Да, мы скоро будем заканчивать, коллеги. Да. Вопрос такой: в последнее время США довольно часто не выполняют взятые на себя обязательства и в одностороннем порядке неожиданно выходят из договоров, подписанных ими же. Есть ли у вас уверенность, что в этот раз это будет выполняться, даже если будут даны юридические гарантии? Уверенности такой нет, и президент вопрос ставил так, что с учетом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, не идеально, но перефразируя, передавая смысл в своей собственной интерпретации, сигнал был такой: это лучше, чем ничего. Мы понимаем, что правовые гарантии, юридически обязывающие гарантии сами по себе крайне сложная, технологически проблемная вещь. В ряде стран требуется ратификация, есть долгие процедуры с этим сопряженные, но это как бы номер 2 в списке проблем. А номер 1 в списке проблем то, что пока нет даже политической воли двигаться в этом направлении по главному вопросу. Поэтому вопрос о том, насколько можно доверять такого рода обязательству, он, несомненно, имеет право на существование, но он не оперативен по состоянию на данный момент. Последний вопрос, коллеги. My pleasure. Can I clarify, are you saying without these bulletproof guarantees about Ukraine's membership of NATO, Russia will not de-escalate and will not withdraw any troops? And can I put to you the words of the Ukraine ambassador this morning on Sky News, who said that many dead Russian bodies will be returned to Moscow if Putin moves against his country? Does that worry you? It is worrying because it shows how nonsensical many Ukrainian officials are. This is similar to some signals we hear now and then on Ukrainian troops marching on the Red Square, on Ukrainian missiles hitting targets in Russia. This is of same character. It's tragic that people there use this type of language to score political points. It shows how low their political culture is currently. We offer an alternative, a different way forward.
which is the way of full observance of Minsk package and direct dialogue between Kyiv on one side, Donetsk and Lugansk on the other. On your question with respect to de-escalation, I don't believe much can be added to the idea that training and activities with respect to moving capabilities around will continue in Russia, because this is what is absolutely required to maintain the necessary level of operative readiness of our armed forces in the situation where security environment for Russia changed dramatically to the worse in recent time. But it's not an equalizer for our intention to invade, to attack, to do whatever with respect to Ukraine. We are worried, though, and concerned on possible provocations on the part of Ukraine, deliberate provocations on their own or in concert, in cooperation with like-minded countries in the West, like the US, like others, UK included, that may create a situation where probability for some clashes will grow. We need to avoid this, and diplomacy should have an upper hand. That was the whole purpose of our exercise last night and today in Geneva. I thank you all. Спасибо большое.